В республике вводится особый противопожарный режим. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Виталий Барзакин, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Виталий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот 18 апреля вводится особый противопожарный режим. Что он под собой подразумевает? Вот каких областей он касается? Не бытовых ведь все-таки? Нет. Все правильно вы говорите, что это не бытовых областей касается. Особо противопожарные вводятся на определенные, с введением особо противопожарных вводятся определенные ограничения. Это разведение открытого огня, соответственно, ограничения на запуске фейерверков, также ограничения проведения каких-то еще мероприятий, связанных с открытым огнем. Если говорить о мерах предосторожности, именно начинается дачный сезон, и это и уборка территории, субботники начинаются, где-то начинают тут же сжигать мусор. Вот это касается, наверное, и этих тоже мероприятий. Совершенно правы. Именно в майские праздники, когда люди приходят на свои садовые участки, они начинают наводить порядок. И зачастую причиной пожаров, как раз, является вот именно сжигание мусора. Поэтому в период особо противопожарного режима это запрещено. Рекомендую гражданам для уборки территории, соответственно, мусор складировать или делать компостные ямы, или для этого предусмотрены у нас, получается, во всех СНТ свалки. То есть мусор будет вывозиться специальной техникой на оборудованной свалке, где будет утилизироваться. Именно, еще раз повторяю, сжигание мусора с началом особо противопожарного режима запрещается. То есть один из представителей спецслужб говорил о том, что сжигать мусор можно, но при соблюдении каких-то условий. Например, это делать можно в железной бочке там, и так далее. Или вот чтобы огнетушитель был рядом. Вот сейчас это запрещено, правильно понимаю? Да, с 18 апреля с введением особо противопожарного режима мероприятия именно по сжиганию, по разведению костров запрещены. Если говорить о том, что очень многие любят отдохнуть в необорудованных для этого местах, я говорю о шашлыках и так далее, вот как действовать здесь, как нужно вести себя? Ну, даже не на оборудованных местах и в садовых обществах. Во-первых, разжигание должно быть производиться именно в специализированных мангалах. Расстояние от строения должно быть не менее 5 метров. Использовать для разжигания необходимо только древесный уголь, то есть не древесину. Ну и для разжигания тоже использовать, не использовать жидкости, потому что много случаев, когда в случае розжига также люди страдают от этого. Ну и, соответственно, по окончании приготовления пищи необходимо, соответственно, все это залить обильной водой, чтобы не допустить повторного возгорания. Ну и, соответственно, площадку, где вы производите, соответственно, приготовление пищи на мангале, необходимо очистить от сгораемого мусора, чтобы она была чистая. Если говорить о штрафных санкциях, вот сколько придется заплатить, если какие-то вот именно нарушил правила? Ну да, штрафные санкции достаточно увеличиваются в 2 раза в период особо противопожарного режима. На граждан штрафные санкции уже будут от 10 до 20 тысяч, на юридических лиц будут от 400 до 800 тысяч рублей. Если говорить, статистика уже появилась о том, что загорается и сухая растительность, да, ну, проще говоря, трава горит. Вот сколько случаев на сегодня зарегистрировано, может быть, какие-то, если не все районы перечислите, то часть республики? Да, совершенно правы. Так как у нас весна достаточно ранняя, снежный покров сошел, и имеет место быть уже ландшафтные пожары. У нас уже первый ландшафтный пожар был зарегистрирован 20 марта. Поэтому и площади достаточно большие, количество пожаров у нас уже более 116 пожаров произошло. Достаточно большие пожары, крупные, произошли у нас в Хайбулинском районе, где площадь пожара составила более 600 гектар. Правда, пожар этот зашел с территории Оренбургской области, но благодаря своевременно принятым мерам администрации района, где были сосредоточены работники администрации, также подразделения Федеральной противопожарной службы, Государственного комитета, пожар удалось локализовать и не допустить перехода на населенные пункты. Основная причина этих возгораний? Ну, основные причины возгорания – это человеческий фактор. Где-то брошенный окурок, где-то, допустим, оставленная пустая стеклянная бутылка из-за преломления солнца бывает, что возгорание происходит. Ну и также
люди так зачастую выходят в лес, где-то разводят костры, и также является причиной этого пожаров. Особый противопожарный режим, вот какие ограничения подразумевает? Я имею в виду, можно ли заезжать вообще в лес на машине? Как вести себя? Вот какие еще есть ограничения, может быть, вот о которых стоит помнить в первую очередь? Ну, по лесному фонду, соответственно, с 1 мая будет также Министерство лесного хозяйства введен особый противопожарный режим в лесах, где также будет введено ограничение. Ну и когда будет уже 4-5 класс опасности в лесах, то есть будет рекомендован уже полный запрет на посещение лесов. Какие еще есть рекомендации именно вот в этом вопросе? Мы уже с вами говорили, что на садовых участках не стоит разводить костер, что на необорудованных местах тоже отдыхать с очень большой осторожностью. Как минимум не выкидывать окурки, не оставлять за собой мусор. Что еще не стоит делать? Может быть, есть какие-то вот моменты, которые действительно часто становятся причиной для пожара, для возгорания? Дети? Ну, бывает, да, причиной также является и детская шалость, когда дети, соответственно, используют открытый огонь. А также, допустим, при заезде в лес, может быть, тяжелой техники, какая-то искра от тяжелой техники может попасть, тоже произойти возгорание там, травы и всего остального. То есть нужно смотреть, следить, в первую очередь, за тем, где ты находишься, тем, какие действия ты осуществляешь, чтобы потом, впоследствии, когда ты покидаешь это место, не произошло возгорание. Виталий Викторович, если говорить именно о деятельности Госкомитета по чрезвычайным ситуациям в этом направлении, я понимаю, что, наверное, проходят какие-то рейды. Какие мероприятия, на ваш взгляд, наиболее плодотворны в этом плане для того, чтобы исключить вот такие вот опасные ситуации? Ну, как мы говорим, любой пожар можно предупредить и потушить стаканом воды. Поэтому Госкомитетом, инженерами службы профилактики, инструкторами службы профилактики проводятся профилактические рейды совместно с муниципалитетами в достаточно большом объеме, чтобы исключить, именно рассказать, исключить возгорание в жилье. Также мы посещаем граждан, рекомендуем им обратить внимание, так как частыми причинами пожаров является электропроводка, то есть на электропроводку, печное отопление, очистка территорий, тоже немаловажный факт на прилегающих территориях. Ну и в целом объясняем гражданам, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Потому что также и детям объясняем, потому что пожары, именно связанные, когда гибнут дети, выясняется о том, что просто дети не знают, как себя вести в пожаре. Поэтому мы привлекаем Министерство просвещения в этом плане, чтобы учителя рассказывали на уроках, на классных часах, как нужно себя детям вести в той или иной ситуации, связанной с пожаром. Если говорить о пожарных извещателях, я понимаю, что, может быть, мы сейчас с вами немного в сторону отходим, потому что противопожарный режим в основном касается это ландшафтных пожаров, ландшафтных возгораний, то по информации СМИ вот в последнее время у нас очень много статистик, очень много погибших при пожарах. Это вот в своих домах и так далее. Вот какова статистика, может быть, сможете навскидку сказать? Ну, да, статистика достаточно печальная. У нас уже с начала года в пожарах погибло уже более 85 человек. Достаточно так распространено, что пожары произошли это в жилых домах, в квартирах. И при этом на пожарах уже погибло порядка 7 детей, что очень тоже печально. Что касается извещателей, да, мы рекомендуем в соответствии с распоряжением правительства. То есть у нас 15 категорий граждан, которые бесплатно выдаются эти извещатели. Мы эту работу продолжаем. У нас хорошая статистика, что благодаря данным мини-сиренам уже спасено более 1500 человек, из них порядка 400 детей. И вот эти мини-сирены, конечно, зачастую граждане, когда им выдают, кто курящие, вынимают элемент, соответственно, он находится в нерабочем состоянии. Статистика тоже имеет такое место быть, что при пожаре, когда гибнут люди, мы находим эти извещатели, которые находятся в нерабочем состоянии. Элемент вынут, элемент питания находится рядом, то есть это не нужно делать. Когда сработал по какой-либо причине данный извещатель, нужно, соответственно, вынуть элемент, он свою функцию останавливает, обратно вставить этот элемент, он также продолжит выполнять свои функции дальше.
Он может сработать от любого, там, при приготовлении пищи, от пара, также при курении обычно срабатывает, и тоже граждане именно по этой причине его вынимают. Поэтому извещатель нужен. Статистика есть хорошая по спасенным жизням, поэтому нужно его устанавливать и беречь себя. Вот основные причины пожаров сейчас какие? Я понимаю, до этого мы говорили, там, что это электроприборы, потому что холодно. Сейчас? Ну, большая причина пожаров – это курение. То есть непотушенный окурок, бросил окурок на верандах, в помещении, мимо пепельницы или неустановленная там определенная емкость какая-то падает или на постели остался, и вот очень большое количество. Также, как вы уже сказали, электротехнические причины есть. Также есть причины печные, печное отопление также присутствует. То есть перекал печей допускается. Вот основные причины, по которым происходит пожар. Виталий Викторович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как нужно вести себя тогда, когда в республике введен особый противопожарный режим. Я надеюсь, что нашим телезрителям эта информация была полезной, и я желаю вам, чтобы у вас было как можно меньше работы, и чтобы нам как можно меньше рассказывать о трагедиях, которые случились при пожарах, да и вообще в целом случились из-за каких-то катаклизмов. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.